Добрый день. На портале НТВ в прямом эфире передача «Чат на годину». Сегодня в нашей студии выдающийся футболист, экс-игрок «Динамо Киев» Виктор Хлус. Добрый день, Виктор. Добрый день. Тема нашей сегодняшней передачи «100 лет киевскому футболу». И скажу одну простую вещь сразу, Виктор. Я с огромной благодарностью и с любовью вспоминаю те времена, то есть уже не был мальчиком, вспоминаю те времена, когда «Динамо» звучало гордо, ярко, сильно, не только на территории Украины, не только на территории Союза, но и на территории всей Европы и мира. Я думаю, что вам тоже есть что вспомнить, есть что рассказать сегодня. Но для начала я хотел бы, чтобы мы посмотрели нашу видеовизитку, которую мы приготовили специально для наших посетителей. 1 грудня гість відеочату на порталі АНТВ Віктор Хлус, видатний радянський та український футболіст, нападник, дворазовий чемпіон СРСР 1980 та 81 років та дворазовий володар Кубків Радянського Союзу у складі Київського «Динамо». Зараз віце-президент Федерації футболу Києва й області, майстер спорту. Дружина – гімнастка, олімпійська чемпіонка Олімпіади 80, чемпіонка та володарка Кубку світу зі спортивної гімнастики Стелла Захарова. Ще у дитинстві Хлус ганяв м'яча на пустирях у рідному Новгород-Сіверському. Дебютував на позиції форварда у Чернівецькій Буковині. У дебютному сезоні забив 12 м'ячів. На відборі до «Динамо Київ» конкурував із Вадимом Євтушенком, Олегом Серебрянським, Сергієм Журавльовим. Лобановський постійно закликав партнерів грати на Хлуса. З 89-го працював у Швеції, став бронзовим призером чемпіонату країни і був визнаний вболівальниками найкращим гравцем чемпіонату. Наприкінці 90-х повернувся до України. Хлус стверджує, саме завдяки футболу я став самим собою. Виробив у собі життєвий стрижень. Футбол – колективна гра, і працювати на його процвітання необхідно всім разом, а не намагатися відкусити від пирога ласий шматок. Я радий, що в моєму житті був футбол і що до сих пір залишаюся йому корисним. Кроме того, что мы увидели в нашей видеовизитке, я хотел бы добавить, что кроме того, что Виктор Хлус является вице-президентом Федерации футбола Киева, также он является председателем Ассоциации ветеранов футбола и депутатом Барышевской районной рады. Виктор, наверное, самый первый вопрос, не сложно ли все совмещать сразу? Я думаю, что нет, потому что футбол для меня это как хобби, это любовь, и чем больше я занимаюсь этим, тем больше мне хочется заниматься. Мне хочется делать все больше и больше и больше. Участвуем в различных проектах и стараемся что-то делать для футбола. Спасибо. У нас сегодня огромное количество вопросов, на самом деле. То есть люди, узнав о том, что вы будете в гостях у нас, хотят знать, наверное, все и о вас, и о вашей жизни, и о том, как вы играли, и о том, с кем вы общаетесь сегодня. И просто каждый вопрос, если мы успеем, мы сегодня, конечно, дадим ответ. Если нет, возможно, мы отдадим вам все оставшееся время для того, чтобы вы потом могли приехать к нам, может быть, еще раз, и еще раз, и еще раз. Итак, первый вопрос, который сегодня мы с вами читаем. Большинство талантливых юных футболистов раскупляют «Шахтер» и «Динамо». Суржик такой. Еще в юном возрасте. Однако они почему-то не дорастают до украинских звезд футбола. Это проблема конкуренции в клубах, детской звездности талантов, или так сегодня работают футбольные школы ведущих клубов страны? Я думаю, что каждый игрок с юных лет, у него такая мечта играть или в «Шахтере», или в «Динамо Киев», потому что на данный момент это два ведущих клуба, всегда они на слуху, и любой мальчик талантливый хочет попасть туда. Но поймите одно, что если футбольная школа будет давать 1-2 талантливых игроков в год, это очень большая заслуга школы. В наше время, вы же видите, и Донецкий «Шахтер», и «Динамо Киев», и «Металлист»,
практически 80% играют люди из-за границы. К сожалению, да. Да, к сожалению, да. Куда деваются наши игроки? А у нас на это есть очень много причин. Первое. Мы потеряли 20 лет то, что после развала СССР у нас развал произошел везде, и в детских школах в том числе. И вот только в последние 3-4 года начали обращать внимание на наших талантливых детей. В «Шахтере» созданы все условия, в «Динамо Киев» созданы все условия для того, чтобы наши дети росли. Но вы знаете одно, что за год, за два ребенка не вырастешь. Это надо годы. Надо минимум хотя бы лет 15, чтобы вырастить 15-летнего мальчика. 15-летний. И сейчас я очень рад, что у нас есть такие школы, что у нас есть стремление у детей идти в них. Куда они деваются, дети, поймите правильно, что я перед этим говорил, что если один человек в год будет давать школа, это уже успех школы. Не все так просто. Попасть в «Шахтере» играют 11 талантливых ребят. Из них 8 из-за границы. Для наших ребят там нет места. Поэтому конкуренция огромнейшая. И дай бог, чтобы кто-то каждый год, один наш игрок попадал или в «Шахтер», или в «Динамо Киев». Остальные игроки расходятся по Кривбасам, по Ильичевцам и так далее, и так далее. У нас очень много игроков «Шахтера» и «Динамо», которые находятся в аренде у других клубов. Да, я понял. Ну, скажем так, если вспомнить опять же то время, когда играли вы, ну, «Динамо» не состояло точно на 70% из игроков зарубежного приглашения, скажем так. Да? Это были прекрасные люди, с которыми вы играли. Думаю, вы всех можете сейчас абсолютно спокойно назвать. В чем вы думаете проблема? Кроме того, что развал Советского Союза дал свою негативную тенденцию, да? Что еще, по вашему взгляду, является, скажем, причиной того, что все-таки в ведущих украинских клубах играют больше зарубежных игроков, чем своих? Давайте начнем с первого. Когда страна была закрыта от всего мира, понимаете, мы старались только использовать тех игроков, которые росли у нас. И в принципе, у нас в то время было достаточно спортивных школ, откуда можно было выбрать. У нас же, вы помните, и кожаный мяч был, и какие-то уличные соревнования, и какие-то У нас была масса этих соревнований, у нас была массовость. Сейчас мы живем в другом мире. И информативное другое пространство. У нас дети, вместо того, чтобы идти там в футбол, гандбол, баскетбол играть, они бегут домой на компьютер и с друг другом там пишут письма, что-то пишут. Это в лучшем случае. А в худшем случае они идут там за пивом. Вы же знаете, что в наше время пиво везде полно, пошел, купил. И знаете, как у нас раньше было все запрещено. А сейчас, пожалуйста, все разрешено. Делай то. И мне кажется, что футбол, информационное пространство в футболе работать не на все 100%, потому что если бы мы работали на все 100%, мы, может быть, еще большую часть детей забирали к себе в футбол. Но куда их забрать? У нас нет футбола, это дорогостоящий спорт, потому что для этого нужны поля. Земля в Киеве стоит очень дорого, вы же знаете, лучше построить там дом, чем поле футбольное. А футбольное поле – это изначально убыточное. Нельзя, если кто-то хочет быть в футболе, он заведомо знает, что это убыточное мероприятие.